Але ми з вами є, ми з вами живі, ми з вами нація. Ми з вами неумиручая, ми з вами велика білоруська нація. Живе Білорусь! Живе! І колись Лукашенко буде під судом, і ми з вами побачимо цей суд. І ми дочекаємося той суд, і ми скоро переможемо. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Витаю вас, мои уважаемые зрители. За последние несколько месяцев мне часто доводилось слышать один вопрос, на который у меня сразу, к сожалению, четкого ответа не находилось. Что нам, оказавшимся изгнанниками за пределами своей страны белорусам, делать, чтобы максимально приблизить час своего возвращения, то время, когда Беларусь избавится наконец-то от лукавого? И сегодня хочу поделиться своими мыслями на этот счет. Знаете, в чем одно существенное отличие ситуации, которая была в Советском Союзе, от той, с которой мы сталкиваемся сегодня в Беларуси и в России? В Совке недовольным давали уезжать из страны. И Лукашенко, и Путин активно и внятно посылают всем несогласным совершенно иной сигнал. Чемодан, вокзал, Америка, Израиль, Польша, Литва и далее по списку стран всего мира. С одной стороны, это дает неплохой эффект. Уезжают самые активные, не самые бедные, зачастую достаточно харизматичные люди. То есть как раз потенциальные лидеры, которые очень опасны для любого диктаторского режима. Вот почему в России в последние годы на площади и улицы выходит в разы меньше людей, чем в том же 2011 году на Болотной. А просто большинство из тех, кто туда выходил, уже давно уехали из страны. Знаете, сколько граждан России уехало за один лишь третий срок Путина? Кстати, такого же пересидента, как и Лукашенко. С 2012 по 2017 год уехал более чем каждый сотый житель России. Всего 1 миллион 700 тысяч человек. А всего сейчас за пределами России проживает уже более 10 миллионов бывших россиян. То есть каждый 15-й житель России решил, что в этой стране ему делать нечего. Уверен, что примерно то же самое происходит и в Беларуси, возможно, в еще более катастрофичных пропорциях. С одной стороны, диктаторские режимы в этом плане явно выигрывают. Собраться уехать в неизвестность – не самый простой шаг для человека. Такие люди готовы рисковать. Именно они чаще всего отваживаются открыто заявлять свое мнение, выходить на улицы и площади. А тут, как говорится, нет человека – нет проблемы. А вы откуда приехали? Но у этой медали есть и другая сторона. Уезжают талантливые, работоспособные, предприимчивые. Тот самый человеческий капитал, который в современной экономике стоит дороже любой нефти и золота. Ну, не говоря уже о каком-нибудь калии. И это пусть замедленный, но сильнейший удар по экономике, который в любом случае даст свои результаты. А теперь вернемся к тому, с чего я начинал. Что делать белорусам в изгнании, чтобы приблизить свою победу? Давайте попробуем посмотреть на ситуацию не с точки зрения потерь, которые понесли и сами люди, и экономика страны, которая лишилась их навыков, знаний, умений, а с точки зрения приобретенных этими же самыми людьми возможностей. Ведь, как ни крути, но они вырвались на свободу из концлагеря. И в любой свободной стране перед ними открывается масса возможностей, которых не было в условиях тотального подавления любого проявления свободы воли. Сегодня в том же Киеве сотни людей регулярно выходят с БЧБ флагами и плакатами на центральные улицы и площади. Казалось бы, какой в этом смысл? А смысл действительно есть. Надо понимать одну очень важную вещь. То, что очевидно для многих белорусов, которые сами прошли через репрессии, запугивания, пытки, увольнения, которые не один год выживали при режиме, совершенно не очевидно тем, кто ничего этого сам не пережил. К примеру, что в Украине, что в России находится много людей, которые уверены, что Лукашенко хотя бы не ворует, что у него порядок, мир, что он чиновников заставляет работать. Что люди в Беларуси живут, может быть, не очень богато, но стабильно, уверенно, ну и тому подобное. То, что никто не может быть уверен, что завтра его не уволят или не посадят, это в расчет не берется.
Все по известному принципу. Хорошо там, где нас нет. И вот сегодня белорусам, которые получили возможность напрямую и лично общаться с населением других стран, надо методично и наглядно доносить эти, казалось бы, банальные вещи, что в Беларуси пытают, сажают, не дают высказывать свое мнение, что нет судов, нет возможности реализовать свои элементарные гражданские права. Вот и рассказывайте при любых встречах с людьми, которые толком ничего не знают о Беларуси, что там при обыске могут изъять белые носки с красными полосками, что там, если в бело-красной одежде на улицу выйдешь, можешь на 15 суток попасть за ношение одежды политических цветов. Ну да, именно так это милиционеры и судьи формулируют, и так это звучит в судах. Белорусы это знают, а абсолютное большинство не живущих в этом повседневном абсурде не знают. В моем дипломатическом прошлом состоялся один очень занятный диалог с датчанином. Я как раз тогда в российском посольстве в Дании работал, и тот человек рассказал, что когда какой-нибудь датчанин приезжает в другую страну, скажем, в Германию или США, его очень сильно удивляет и даже раздражает, что там никто и ничего не знает о том, что вот сейчас происходит в Дании. «Как же так?» – восклицает человек. «У нас же выборы! Такие важные события, а вам до нас нет дела?» Да, именно так устроен человек, и весь мир также устроен. Никому, ни до кого нет дела, кроме самих себя. Вот поэтому, чем больше страна, чем больше влияния она хочет оказывать на других, тем больше денег она тратит на то, чтобы ее дипломаты представляли ее интересы за рубежом. Даже до крупных стран никому, по сути, тоже нет дела. И режим в Беларуси по этим же причинам так цепляется за международные спортивные мероприятия, неплохо финансирует дипмиссии, зачищает любых дипломатов, как только усомнится, должным ли образом они преподносят страну за рубежом. Ну, как это и произошло с тем же Лещеней. И сегодня тысячи уехавших белорусов должны заниматься именно этим, становиться народными дипломатами, доносить нынешние реалии до всех, до кого только могут дотянуться рукой. Ну, помните, по этому же принципу действовали и советские диссиденты. Принцип вытянутой руки. Вот кто с тобой на этой дистанции оказался, с тем и говори, убеждай, рассказывай. Проще всего такое общение будет складываться с людьми, с которыми вы разделяете какие-то интересы. Выходите на профессиональные сообщества. Если вы, допустим, айтишник, общайтесь с украинскими, польскими, литовскими, немецкими айтишниками. Рассказывайте им, как и что происходит в Беларуси на понятном им, вашем общем языке, понятными категориями. Пусть они поставят себя на ваше место, представят, смогли бы они вот вытерпеть все то, что пришлось вытерпеть вам. Если вы учитель, то находите своих коллег, начинайте общаться с ними. Сегодня, благодаря соцсетям, это сделать совсем несложно. Що зараз зробити білорусам, ті, які виїхали, і як максимально бути корисними для своєї держави? Перш за все, допомагати один одному. Допомагати різним чином, допомагати жильем, допомагати працею. На гэты момент белорусам эвакуироваться в Украине довольно тяжко. Треба підтримувати один одного. Виходить, я веду, як підтримати наших суайчинників, які зараз у Мінську, в Білорусі, на вулиці. Не забудем, не простим! Смотрите, Что нам делать? Я считаю так, каждый делает ровно столько, сколько он может, насколько он готов пойти, насколько хватает его скилла. Я сам себе часто это вопрос, что я могу дежурство сделать? у посольства, например. Это, скажем так, Это уже сыграло свою роль. Это их будет нервировать. Это как уже минимум. сыграло свою роль. Что мое видение, что мы сейчас боремся не столько с Лукашенко, мы боремся с Путиным. То есть Естественно. вот что я понимаю. Сейчас нужно, чтобы работали документы. Много инициатив созданы. Вот признание ООН опыта и КГБ с террористическими организациями – это самое перспективное. Как только это получится сделать, все. Еще одно важное направление. Надо целенаправленно выходить на местные компании и организации, которые продолжают сотрудничать с компаниями и организациями, поддерживающими режим Лукашенко. Вот уже есть прекрасные примеры того, как крупнейшие компании
отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. В этом же ключе надо действовать и дальше. Для всего цивилизованного мира должно стать очевидным, что иметь дело с любым, кто за Лукашенко, это позор и чернейшее пятно на репутацию. Надо писать открытые письма, петиции, устраивать пикеты, звонить по телефонам, оставлять комментарии на сайтах, в группах. Сейчас практически каждая компания продвигает себя в соцсетях. Надо идти туда и там разъяснять, с кем они продолжают вести бизнес, что этот бизнес на крови. Это лишь первые, возможно, где-то и сырые мои мысли на этот счет. Но если вы готовы что-то делать на этом направлении, пожалуйста, пишите мне в Telegram. Я создал закрытую группу «Народная дипломатия свободной Беларуси». И с удовольствием добавлю туда всех, кто захочет присоединиться к этому движению и стать народным дипломатом. Не надо ни на кого надеяться, ждать, что кто-то сделает за нас нашу работу. Мы сами многое можем сделать. Если у вас есть какие-то идеи и предложения по этому поводу, также, пожалуйста, пишите в комментариях под видео. Режим Лукашенко должен пожалеть, что стал массово изгонять из страны своих граждан. Пусть его дипломаты начнут жить с ощущением нахождения в осажденной крепости из-за постоянных пикетов. А мы вместо них и в 10- и 100-кратном количестве начнем делать то, чем обычно занимаются дипломаты. Доносить до жителей других стран информацию о нашей стране, такой, какой она должна быть, и о том, как режим мешает нам жить такой же нормальной жизнью, как живут те люди, с которыми мы будем общаться. До новых встреч на моем канале и жду вас в Телеграме. Живе Беларусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Віря! Можна! Віра! Можна! Віра! Можна! Віра!